Вітаем вас, паважаныя тэлегледачы. Мы працягваем цыкл праграм «Майстры і куміры». У нашу глядзельную залу мы запрашаем асоб, чыё творчае і асабістае жыццё адлюстравана ў вялікіх кінавідафондах Белтэлерадыёкампаніі. Сёння ў нас у гасцях народная артыстка Беларусі, мастацкі кіраўнік беларускага дзяржаўнага харэаграфічнага ансамбля «Харошкі», прыгожая і абаяльная, любімая не толькі артыстамі, але і намі, гледачамі, Валянціна Іванаўна Гаявая. Валянціна Іванаўна Гаявая нарадзілася 22 ліпеня 1936 года ў мястэчку Слабада-Данілаўка Сталінградскай вобласці. З дзяцінства захаплялася мастацкай самадзейнасцю, за што і атрымала мянушку «Валька-артыстка». Марыла паступіць у тэатральны інстытут, аднак лёс распарадзіўся інакш, і Валянціна Іванаўна заканчвае Маскоўскую абласную культпрасвет-школу. Харэаграфічную адукацыю атрымала ў Ленінградзе ў вышэйшай прафсаюзнай школе. Пазней атрымала запрашэнне аднакурсніцы працаваць у Магілёве кіраўніком харэаграфічнага ансамбля «Вяснянка» аўтазавода імя Кірава. Праз некаторы час у 1974 годзе стварае харэаграфічны ансамбль «Харошкі», у якім і па сённяшні дзень з'яўляецца нязменным кіраўніком. За плённую працу і творчыя дасягненні Валянціна Гаявая ўдастоена звання народнай артысткі Беларусі, з'яўляецца лаўрэатам дзяржаўнай прэміі Рэспублікі Беларусь. Валентина Ивановна, добрый день. Рада приветствовать вас и благодарю за то, что вы нашли время, вы наши гости, вы пришли в наш кинозал. И сегодня мы обратимся к прошлому, поговорим о настоящем. Скажите, пожалуйста, вот воспоминания детства, может быть, мечты детства у каждого человека есть, и какие-то остаются самыми-самыми яркими. А какие воспоминания детства самые яркие у вас? В детстве у меня кличка была артистка. Я не знаю, сколько мне лет, 5 было. Война, правление колхоза «Красный Октябрь», полный зал женщин, довольно большое помещение. И мы, дети, даем концерт. Вернее, взрослые дети дают концерт. Но им нужен был матрос, который умирает. Но я помню, меня положили. Я лежала... Так рыдали женщины навзрыд и пели песню про то, как умирает молодой матрос, а это война. И я помню, я лежала и не шевелилась. И потом слышу там кто-то: «Та що це за дитина? Та чиє воно є?» Понимаете? Вот. С тех пор я артистка. А в старших классах я уже в драматическом коллективе играла роли. Главная Золушка была. Я была маленькая такая, худая. Мне всегда говорили, что ну что с нее будет, вот не растет и все. Я долго не росла, маленькая была и худенькая. Наверное, потому что на коромысле ведра тяжелые носила. Я предлагаю, мы обратимся сейчас к нашим архивам. Узнаете ли вы, что это за запись? Полька слева! Полька справа! Это «Веснянка» могилевская. Это фильм о самодеятельном нашем коллективе в Могилеве. Правда, когда мы уже начали выезжать и давать концерты, никто не верил, что это самодеятельный коллектив. Могилев побратим с городом Габрово. Ну и там нам говорят: это нечестно, мы вам привозили любительский коллектив, а вы привезли нам профессиональный коллектив. Да нет, это наш такой вот коллектив. Ну, у нас была студия, и это вот ребята из «Веснянки».
Я закончила хореографическое отделение высшей профсоюзной школы в Ленинграде. Вот, случилось так, что по окончанию там мне многие предлагали остаться в Ленинграде и даже на профессиональной сцене. Но я родила тогда сына старшего. Была у родителей дома. А вместе с нами училась из Беларуси Тамара Сластенова из Могилева. Она после окончания школы большой, какой-то высокий пост занимала в профсоюзах. А как она меня разыскала, я не знаю. Она сказала, у нас есть хороший коллектив, но нет руководителя. Валя, приезжай. И вы поехали? Я... Долго думали? Нет, недолго. Я подумала, что я поеду. Туда приехал раньше мой муж, как только демобилизовался. Потом приехала я с сыном. Я предлагаю, мы обратимся сейчас вновь к нашим архивам. Мы с вами посмотрим на экран. Хотела бы вновь услышать ваш комментарий. И узнаете ли вы, что это за запись? Вот, например, как создавался этнографический белорусский танец «Трясуха». Валентина Ивановна объездила все села Чалского района, встречалась со стариками, узнавала, как танцевали прежде, как одевались. А потом, когда танец был готов и сшиты костюмы, у нас на репетиции появилась бабушка Фрося. Она учила нас надевать лапти. Кстати, это не совсем просто, и ни у кого из нас с первого раза не получилось. Столько смеха было тогда, ведь мы этого никогда не видали. Вот эту веревочку затягивать надо вот сюда под это ремушок, под этот. Какой, с другой стороны? Да, вот так. Смотрите, а все ребята, девочки, смотрите все. С левой стороны. Ой, Как они раньше ходили? а я раньше была, так и ходила. Вот и вас буду учить. Ой, как мне хватило с этими лаптями. Почему? ЦК вызывали. Вы знаете почему? Потому что во все времена, вы знаете, с уважением надо относиться к тому, как жил народ. У них не было сапог хромовых. Они вынуждены были ходить. Так почему это позорно? А мне сказали, вы не понимаете, это наше позорное прошлое. Валентина Ивановна, у хороших ведь есть день рождения. Да, 14 января 1974 год. Дом культуры закрыли на ремонт. Как-то все не складывалось на долгие годы. А перед этим приезжали смотреть наш коллектив начальник управления культуры при ЦК Компартии Беларуси Анатолий Осипович Колонденок. Мы показали ему и художественному руководителю филармонии нашу программу. Они удивились. Очень понравилось. Вот. И нас приглашали на Украину работать, несколько там мест. А я сказала, давай съездим, мужу, давай съездим в Минск и скажем, что вот мы из Веснянки. Мне предложили должность балетмейстера филармонии. Я согласилась. Но деваться некуда было. Я не хотела никуда ехать из Беларуси. Вот так мы оказались здесь. И в 1974 году, даже я с 1 декабря 1973 года приехала в Минск. И, со мной говорили много и сказали, ваше резюме, что вы будете делать, и что вам... Я сказала, я сделаю белорусский национальный хореографический ансамбль. Усё жыццё гэтых людзей звязана з беларускай музыкай. Абодва яны, Мікалай Рыгорович і Валентина Івановна Дудчынкі, з гэтых мясцін, з Магілёўшчыны. Абодва улюбёныя ў песні, якія спяваюць на іх радзіме. Вось як гэтае у вёсцы Сухары.
Но мы как-то заявили о себе довольно уверенно. Первая программа была принята. Были многие в недоумении. Особенно говорили, да что они могут, откуда они и что, зачем. И стали просто ансамбль «Хорошки». Валентина Ивановна, я думаю, что половина наших зрителей знает, что название Хорошки – это, в общем-то, есть такая одноименная деревня в Могилевской области. А для половины зрителей это будет впервые услышано. Это было, вы знаете, что я пожалела, что мы назвали так. Там много раз мы, всякие разные, даже министр Михневич Юрий Михайлович тоже старался нам в этом деле помогать, участвовать. Как только мы не называли. А потом я вспомнила, что в Могилеве, ну, часто же раньше смотры художественной самодеятельности были. И мы там увидели коллектив из деревни Хорошки. В общем, бабушки и молодой человек. Танцевали гусарики. Так эта идея понравилась. Я сразу стала думать о том, что надо сделать такой номер. Бабушке этой 80 лет. Которая на скрипочке играет. Да. Старожитный белорусский народный танец «Гусарики». Могилевская вёска «Хорошки». Люблю то я жить тогда, что большие колосы. Люблю то матувалера, что накручивает муки. Люблю то я жить тогда, что большие клетки. Люблю то матувалера, что носит конфетки. Я услышу хорошую музыку, я увижу интересного человека, я там увижу какую-то такую вот идею, спрашиваю, почему гусарик? Гусарит. Что значит? А вот гусарит он. Ну вот я до сих пор не знаю, он гусарит, гусарики. Так я уже менять ничего не стала, гусарики так гусарики. Единственное, что когда им показали, как мы работаем эти... Так. Да, вертихвостки какие-то. Мы не так делали. Ну, вы знаете, достаточно мне вот влюбиться в человека, как он разговаривает, как он ходит, как все. Я уже целый спектакль делаю. Днем народження ансамбля став листопад 1974 года, коли «Хорошки» дебютовали на белорусской музычной осени. Вот наши девочки танцуют. И Федя солист. Молоды калектыў толькі ў пачатку вялікага творчага шляху. Новых вам песень, вясёлых танцаў, «Хорошки». Но вот тогда в профсоюзной школе ведь направления танца были разные, но вы выбираете именно народные. А почему? Наверное, я за эти 4 года, когда мы там учились, не пропустила ни одного балета, который выпускался там. Мариинский театр, он назывался театр имени Кирова, и Малый театр балета. Там еще были эти постановки, где помимо классического танца были дивертисменты. Дивертисмент – это народно-сценический танец. В маленьком фрагменте человек рассказывал очень много. Там же я увидела впервые по-настоящему Вирского ансамбль, когда он был жив. Это украинский ансамбль. Гопак его, это только украинцы могут так станцевать. Дальше этот ползунец, это вечные номера. Вы думаете, Украину знают по каким-то другим там признакам? Нет. По ансамблю Вирского. Но вот я и поставила себе задачу сделать белорусский, чтобы по нашим танцам узнавали Беларусь. И это мне удалось. Вот мы сейчас посмотрим еще один музыкальный фрагмент. Сделан он чуть более 40 лет тому назад. Коллективу на тот момент было где-то 4 года только было «Хорошкам». Но
несмотря на то, что такой молодой коллектив, уже Хорошки были лауреатами первой премии Всесоюзного смотра конкурса среди профессиональных коллективов Советского Союза. Да. А как вот вы смогли за 4 года достигнуть? Потому что костяк из Веснянки пришел или почему? Из Веснянки пришло 2 человека. Всего? Таня Колотий и Федя Балабайко. Ага. Вот этот маленький мой солист. Мы делали набор, работали 9 месяцев. Достались нам ребятки из хореографического училища, те, кого ни ансамбль танца, ни хор, ну, в общем, никто не взял. Во-первых, Николай Григорьевич Дудченко очень хороший педагог, очень требовательный, я еще пожалею. А он вот уже вращение учили, так по очереди бегали в туалет, потому что до тошноты. И я бы так не смогла, это надо отдать ему должное. Я начала выводить народные инструменты, духовые, и потом, как вы здесь видите, у нас уже лира играющая, у нас уже диатонические цимбалы используем, гудок и все прочее. Это такая музыка интересная, не похожая на русскую, в общем, народную музыку. По звучанию абсолютно. По звучанию украинскую. Вот именно вот эти инструменты, они, в общем, нас отличали во многом. А где же вы их брали на то время? В запасниках. Давали? Да. А учили своих музыкантов? Ну, нам не давали, мы брали, потом наши мастера делали нам по образцам. Сейчас у нас настоящий ярко звучащий оркестр, да? Но когда у нас речь идет о языческих, допустим, временах, так. Эти же баянисты, эти же там цимбалистки или там кто духовики, они берут старинные инструменты. Что это? Хорошо, если это типа рожка или дудочки, сопилки. Ну. А если это инструменты из растительных материалов? Представьте себе, у нас звучит колосок пшеничный, у нас звучит камыш, и у нас звучит багульник. Эти инструменты, они больше всего иностранцы, вот когда мы выезжали, особенно когда мы были в Лондоне на выставке достижений народного хозяйства, это так поражало, они так интересно звучат. Понимаете? И сразу, кажется, люди куда-то в какую-то эпоху уходят. Каждый номер у нас в программе должен иметь свой колорит музыки. Вы так интересно рассказывали про музыкальные инструменты. Давайте посмотрим, это тоже своего рода закулисье. Посмотрим с вами на экран. Это старый-старый состав. Это 80-й год. Таня Данилкина, Валя Кареликова, уже пенсионеры. Вы знаете, какой это год? Это начало 80-х или конец 70-х. Вот это все. Валентина Ивановна, а кто же одевал Хорошки-то тогда еще вот? Веснянку или Хорошки? А давайте рассказывайте про все. И про Веснянку, и про Хорошки. У Веснянки там тоже очень красивые костюмы. Вы знаете, что касается Веснянки, то у нас костюмы делала Галина Филипповна Смирнова, художник из Мариинки. Всего-навсего, да? Да. Вот. А что касается Хорошек, первые костюмы
сильно отличающиеся от того, что было до этого. Ну, то есть юбка, передник, корсетка, ну, там кофта вышитая. Оля Демкина и Юра Пискун. Они вдвоем это сделали. Нам это очень понравилось. И эти костюмы, они у нас до сих пор есть. Это был 75-й, наверное, или 76-й год. С тех пор Пискун Юра, его жена, а дальше вот его дети, девочки, они занимаются костюмом, и он специалист как этнограф. Но когда я начала делать такие постановки, как «Прощай, 20 век», и там целые полотна с содержанием совсем, тут уже понадобился художник, который бы, в общем, уже делал стилизованные, но это должны были быть именно белорусские костюмы. Долго я уговаривала своего сына, ну, наконец он согласился, и с тех пор вот мы работаем. Валентина Ивановна, вот сейчас я предлагаю посмотреть на экран. У нас есть не только записанные концертные программы, музыкальные фильмы. Есть и то, что, кстати, тоже интересно зрителям, это репетиции. Ну да, посмотрим это сейчас. та кухня, которая остается, ну, по сути дела, невидимой и непознанной для зрителей. А ведь это тоже очень интересно. Ведь это вот тот момент, когда и рождается танец. Готовы? Пожалуйста. Ну почему пауза? Спасибо. Пауз не должно быть. Стоим все на своих местах. Готовы? Счет. Кіраўнік аднаго з папулярнейшых ансамбляў Беларусі Валентина Гаявая. Альбо мне головоньку звяжите, альбо мне малойчика пришлите. Иногда с детьми на репетицию приходят, на гастроли с детьми ездили. Сколько по времени длится репетиция? Первое время мы работали в 2 приема, утром и вечером. Так. Да, не менее 4 часов. Плохо, плохо. Дергаетесь. Это залегованное движение у женщин. От начала до конца. Вот так, строго. Перерыв. Железный характер должен быть. А иначе не получится. Да, да. Потому что себя всегда жалко. Но я чем старше стала, тем больше их жалею и распускаю уже. Тогда уже репетиторы берут в свои руки. Валентина Ивановна стоит за спину, держится. Как у них спины не будут болеть, колени не будут болеть, когда они по 5 часов в одну сторону едут в автобусе. 2 часа надо только на расстановку, мы живьем работаем с первого дня. Только живьем, у нас никогда мы под фонограмму, мы только вот в правительственных концертах, когда нужно было. Потом концерт надо отработать, потом все это собрать и потом 5 часов ехать назад. Сколько сейчас в коллективе людей? Сколько вот состав хорошек? Оркестр и балет где-то 60 с чем-то. Валентина Ивановна, ну вот 60 человек, все близкие, все понятные, все видные вам. Скажите, вот за столько времени, это сейчас 60 человек, часто бывали на свадьбах? Приглашали ведь всегда, ведь большой дружной семьей жили. Она семья была, есть и будет. Вот Федор Яковлевич Балабайко, известнейший же тоже музыкант, я наслышана, да, сват? Скажите, а у него на свадьбе были? Были. У нас есть запись, ну, ей уже не 1 десяток лет, о том, как он вспоминает, как зарождались отношения между ним и его супругой. Давайте посмотрим. Где-то с 74-м, ну, ближе к 75-му мы проверялись в Хорошке. И вот это первая такая встреча была. У нас была репетиция, она зашла, как раз проверялась коллектив,
Тогда было в моде это клеша, в брюках клеш, помню, еще бордового цвета такого, короткая стрижка. Вот, и как-то тогда она вот вошла, и мне вот она бросилась в глаза. И я сам такой человек влюбчивый, но вот увидев ее, я понял, что это, наверное, то, что мне надо. Это был 76-й, по-моему, год был. Басов снимал фильм о Харушках. Это самый первый фильм, такой рекламный, все это. Был фильм такой, да, был там тогда этот самый артист, как вот, не помню, с какого-то театра Басов снимал тогда этот фильм, и взяли, ну, актера театра. И вот когда там они, вот у них сцена была, когда они, ну, как встречались, и вот целовались, я вот это смотрел на это, и как-то было немножко, кажется, ревностно. Басов говорит, так надо еще повторить дубль. Федя сразу кричал: все, больше дубля не надо, вот этого достаточно. Вы видели, как они правильно все сделали? Ну и там, конечно, уже грохот пошел. Говорит, ну ладно, ладно, Федя, больше дубля не будем делать. Вот сейчас это будет сцена, как он бегает, это, а потом провалится. Это мы... База Беларусь под фильма. Смолевичами, правда? Да, под Смолевичами. Да. И мы сломали им эту... Ну, там он падает в воду, Федя. Мы поломали им мост. Да, там деревянный такой мосточек, да, довольно длинный. Да, и вот они бежали, и на самом деле провалились. Это было на самом деле, но Басов все это оставил. Это было на самом деле. Вот. Так. Мужчины разбираются между собой. Это вот... Но это железные кофры, это кто как выезжаете, правильно, на концерты? Это женские кофры. Сейчас все равно найдете соперника. Да. Этот фильм по заявкам телезрителей в России бесконечно, и даже в Ленинграде. Там, кажется, уже... Чего только нету. Валентина Ивановна, да. Ну вот вся ваша жизнь связана с танцами. Репетиции, концертные программы, короткий отдых и снова работа над новой программой, снова репетиции. Но вы же мама не только для своего коллектива, пусть он разный по количеству в разное время. Вы же и мама, и любимая бабушка, и сыновья, и внуки. А еще есть и правнуки. Есть правнучка тоже. Правнучка, девочка. Да. Ну, расскажите, пожалуйста, нам немножко. Когда я осталась одна, у меня было 2 сына. Разница в 7 лет. Младшему было 4 года. Тяжело. И жизнь на работе вся. И Харушки. Вот, младшего брала на работу. Старший уже, по-моему, в школу ходил. Да, в школу ходил. По-разному было. Потом сестра помогала воспитывать младшего сыночка моего. И даже были у меня и сыновья, и сестра. Но я уезжала иногда надолго, и страшно, это страшно до сих пор вспомнить со слезами. Люди кругом, и работа. Я испытывала такое одиночество, такая одинокая была, что это трудно себе представить. Среди людей. Среди людей, да. Ой, Антоша, да. Наташа, Лиза. Лизе уже 20 лет, будет вот-вот. Валентина Ивановна, вы как-то сказали, что в самые сложные моменты в вашей жизни рождались одни из самых интересных программ. Вот если вспомнить «Туровскую легенду». «Туровская легенда» как раз родилась у меня, когда мы готовились к этому конкурсу профессиональных коллективов. Там нужно было пройти 2 тура. Первый тур
на месте смотрели в Минске. Я фольклор показала. Потом надо было на 40 минут через год показать новую программу. Эту же, но еще на 40 минут там нужно было изменить программу, что-то добавить. Вот тогда я стала делать «Туровскую легенду». «Туровская легенда» – это очень сложный номер, там и реквизит сложный, там языческие времена, там посвящение юноши охотника, жрецы, на подносе голова зубра в полную величину. Это вот фрагменты из фильма, но это по сценарию уже, но сам танец был настолько поражал публику, то в Польше, когда мы работали, вот, поляки все время плакали. В 1982 году вы начинаете работу над «Полской тетрадью». Я права? Да. Это совсем другой, я бы сказала, да, пласт и танцевальной культуры в том числе. Да, да. Это не белорусский народный танец. Это шляхетные все эти вот дела, потому что «Полоцкая тетрадь», из чего там состоит эта программа? Помолвка в замке. Магнаты, девочку и мальчика собрались, чтобы как бы это совершить эту помолвку. Я сначала брала деток из студии, вот. Потом я взяла просто молодых артистов. Как восприняли ваши артисты то, что материал другой? Ну, сложнее всего было с магнатскими костюмами. Костюм магната – это надо, соответственно, и быть с определенным интеллектом, и историю как-то знать. Просто носить костюм сложно, а танцевать в таких костюмах еще сложнее. Поэтому, конечно, и забастовки были, и все что угодно, и больше она ничего не может придумать. Вот такой танец, вот видите, он исполняется, это тоже как бы народный, но это уже сословие. Сословие ремесленники в те времена, в эпоху Возрождения, это были уважаемые и не бедные люди. Вот это вот я их так себе представила. Валентина Ивановна, а сколько же тогда костюмов, я даже боюсь спросить и услышать ответ, было пошито вот для этой программы? Для Полоцкой? Да. Праздник в предместье – это 16 пар. И с запасом, потому что бывает там рост не всегда подходит. Обязательно нужен с запасом. 16 пар танцуют ремесленники, 8. Вечер в замке, помолвка, там 9 пар. Соколиная охота, там больше. Мы с Юрой Пескуном были в музее Академии наук, историческом музее, так сказать, раздел истории. И там надгробья. Тышкевичи, это Радзивилла, я не знаю, кто это, но это были в камне, в полный рост, портреты женщин, мужчин. Но мы только в цвете это все сделали. Причем они повторяли то, что есть на исторических портретах в нашем музее.
вы готовите кадры, вы их учите, вы живете одной семьей. Обидно бывает все-таки, правда? Когда уходят? Да, когда это уходят. Для меня, это... Мне не только тех, кто у меня учится, уходят, но когда приходят талантливые ребята, 2 года, как говорится, немножечко спиночку подтянули, мышцы накачали. И идут, конечно, на контракт в Европу, по всему миру. И очень жаль мне, что некоторые, в общем, теряют себя как, не только как артиста, а иногда и как личность, в полном смысле слова. Соблазнов много там. И девочки, и мальчики просто гибнут. Для меня это трагедия. Валентина Ивановна, вы, ансамбль, очень много побывали в гастрольных турне. Наверное, если бы мы сейчас сюда, в студию, взяли «Глобус», то я думаю, что какое-то время у нас бы с вами заняло, если бы мы расставляли много флажочки времени, в тех странах, в которых вы побывали. Получается, если даже по одному названию, то 40 стран всего. Вся Европа, Америка. На востоке это Индия, это уже по линии госконцерта. Афганистан, да. Момент, когда война еще шла. Вот то, что сейчас происходит в Сирии, а мы там были, и Пальмира, и Хомс, и Алеппо. Ребята, я смотреть не могу. У меня сердце кровью обливается. Мы там были. Мы там в этом амфитеатре и съемки делали на рекламу. И я не знаю, как можно... Из Сирии мы переезжали в Иорданию, хотя мы не были запланированы заранее туда. Просто приехал человек из нашего посольства и посмотрел нашу программу. В официальной делегации был тогда председатель Общества дружбы белорусского. Вопрос был решен. Мы в Иордании работаем. Зал «Культурно-спортивный центр» короля Хусейна. Концерт посвящен 40-летию короля Хусейна. Можете себе представить. Зал огромный. Я такого зала, ну, конечно, не видела. Потому что, ну, вот наша, это самая Минск-арена, наверное, не меньше. Мы там вместо одного концерта, вот как раз такой вот концерт в честь короля Хусейна, мы его отработали. Нам сказали, что на следующий день еще у нас концерт. Вот. И это далеко за Оманом. Я так подумала, что для короля Хусейна все было организовано, и наверняка бесплатно, как я уже так считаю. А кто ж билеты купит, да туда аж приедет? Еще больше народу было. Там и стояли, и сидели, а принимали как? Это Абу-Даби. У нас есть интересные, наверное, может быть, даже и уникальные записи. И мы вновь обратимся к нашим архивам. Давайте посмотрим. На фестивалях в обязательном порядке либо дефиле, либо вот такие вот искрометные кусочки из программы в качестве рекламы. Вот это вот. Ну, как сейчас бы сказали, визитка. Да, визитная такая визитка. вот карточка. Но они все это снимали. Они все это у них никуда не девалось, не пропадало.
Каждый раз, когда мы на очередной фестиваль приезжали, они хвастали, что вот у нас сейчас коллектив, мы свой покажем, бельгийский. Потом, значит, французы, коллективы уже, а народу все-таки везде было много. Даже вот на таких вот, так сказать, небольших записях тоже наших. А это храм, если я не ошибаюсь, да? Использовался тоже как концертная площадка. Похоже немножко. Да, это храм протестантский. Там мы на 40 лет нападения на Советский Союз Гитлера, мы работали и в церквях, и перед церковью строили такую роскошную площадку. И вдруг туча, и дождь. Тут же в церковь идем. Ну, эти храмы, я вам скажу, огромные. Потом в некоторых стеклянные были стены, и публике уже не хватало места там, где мы работаем. Через эти стекла смотрели. Понимаете? Такой большой интерес был. Большой интерес был. Валентина Ивановна, жизнь артиста без курьезов невозможна. Бывают радости, бывают сложные моменты, а бывают те курьезные случаи, которые вот как опыт накапливаются в нашей жизни. И у нас есть в фондах запись, это 2005 год, вечера с Александром Ефремовым, по-моему, так называлась эта программа, где Федор Балабайко вспоминает как раз вот про такие курьезные случаи. Давайте вместе посмотрим. Мастер был, да. Последний концерт у нас бывали концерты, по 30 концертов мы работали на гастролях. Последний считался зеленый. Почему? Потому что там надо что-то утворить. Понимаете? И я уже так это все, я говорю, ребят, это не последний концерт, у нас концерт еще будет. Все равно знали. Они все равно признавали, что это последний. Была филармония, работали, и потом, когда идет, уже начинается бесовка, у меня срывается пуговица со штанов. Ну, уйти-то нельзя, надо ж работать. И вот почти весь номер танцевал, держа, кажется, галифе в руках. И потом, когда зритель подошел, говорит, это что, нужно было так? Я говорю, да нет, просто пуговица оторвалась, и надо было работать. Вы теперь зафиксировали, теперь все время так танцуете? Нет. Теперь наоборот, делаю крепче, чтобы ничего не срывалось. Так это было у нас на первом концерте в филармонии. Пуговички нам подрезали. У Феди тут были вот тут 2 пуговички, и тут на боках по 2 пуговички. Кадриль, Ленсей. У нас на концерте привезли французов в полный автобус, молодежь. Все сидят в зале, но самое страшное, в зале сидит Анатолий Иосифович Колонденок, который ходил на наши концерты, любил ходить и строил нас все время. В этой же кадриле Федя снимал латух, и оставался он образ такой, ну, типа пана Быковского, но еще меньше, а дама у него большая. А я за кулисами стою, мне кто-то сзади говорит, у Феди штаны падают. Я говорю, как? Что? И там надо по кругу бежать, даму за талию держать и уносить. Я схватила пояс, чтобы ему подвязать штаны. Он говорит, понимаете, все пуговицы отлетели сразу. Ну, такого же не может быть, это только подрезали кто-то. Я этим поясом пытаюсь ему тут завязать, а музыка-то идет. Он побежал, выбегает, а у него эти концы до самого пола. Встал опять. И опять начинается с этого момента. Эх! И этот пояс падает вместе со штанами. Ребята, что было в зале? Я представляю. Этих французов, этот интурист там привезли, они не могли их в автобус посадить. Можете себе представить? Все. Во-первых, все пошли на сцену после этого концерта. Все туристы, ну там и наши были, те, что билеты купили. Интурист покупал всегда несколько билетов. А потом вообще мы на них работали отдельно. И по 2 месяца, между прочим. Можете себе представить, что было это все. Но самое страшное, заходит Николай Григорьевич и говорит, Колонденок в зале. Он заходит на сцену. Я ж так и знал, ты уже штаны у тебя падают. Я говорю, Анатолий Иосифович, это
извините, но спасибо Балабайко, что он спас номер, а у нас не так много было номеров еще тогда. Но это, я говорю, это катастрофа была. Выходили как могли. И причем он что-то хочет, пытается нам говорить, особенно там, ну, и брови так насупил, а еле сдерживается, чтобы не ржать. Вы можете себе представить? Потом я смотрю, повернулся, пошел, и плечи у него так скачут. Дрожат, да? Валентина Ивановна, я хочу предложить нашим зрителям, с вашей помощью, еще один музыкальный фрагмент. Он такой яркий, такой интересный для нас, тех, кто просто приходит на ваши концерты, чтобы полюбоваться. Давайте. А может быть, для тех, кто никогда еще не был на Хорошках. Валентина Ивановна, да. Хорошки – это вся ваша большая, интересная, разная жизнь. Вот сейчас, сегодня, здесь, в нашем кинозале, скажите, что бы вы хотели изменить в судьбе Хорошек, в своей судьбе? Менять я ничего не хочу. А я хочу при жизни быть уверенной в том, что все, что я сделала, осталось людям. Все, ради чего я положила свою жизнь, ведь вы понимаете, что у всех понятие счастья разное. Одному надо денег много, а другому надо, чтобы роскошь была рядом, любимый человек там, или что-то в этом духе. У меня ни того, ни другого не было. Никогда. А я определила себе, что счастье для меня – это быть нужной людям. Вот. Я хочу, чтобы после меня Хорошки остались не просто такими Хорошками, а развивались. Только у Хорошек до сих пор нет настоящей базы, где бы можно было воспитывать поколение, которое бы постепенно заменяло тех, кто уходит на пенсию. Со стороны это не исполнители. Исполнители те, кто с детства воспитан на уважении к собственной культуре, на любви к своей родине. Если помогут мне, я оставлю коллектив в надежном состоянии. А если тот, кто скажет, что у меня там все старые номера, у меня есть номера вечные. Валентина Ивановна, спасибо вам большое. Вы были нашей гостьей. Я думаю, что и мы, и телезрители получили очень много удовольствия, а самое главное, очень много хороших все-таки советов жизненных. Может быть, они не звучали вот так напрямую, но ваша жизнь разная, как я уже говорила. И сложная, и радостная. Она, наверное, вот как танец. Он разным бывает. И по ритму, и по настроению. Пусть он продолжится. Пусть продолжается жизнь. Да, пусть будут Хорошки.
Паважаныя тэлегледачы, сёння мы ў чарговы раз прыадкрылі для вас вялікія кінавідэафонды Белтэлерадыёкампаніі. Спадзяёмся, вам было цікава, асабліва тым, хто захапляецца беларускімі народнымі танцамі. Зусім хутка вас чакае новая сустрэча з майстрамі і кумірамі не аднаго пакалення тэлегледачоў.